Контрольно-счетная палата Коми выявила нарушение использования бюджетных средств, выделенных на расширение Кунипского интерната, строительство дома для переселенцев в Троицко-Печорском районе и разработку документации на восстановление 2 объектов культурного наследия. Частично недочеты исправлены, материалы направлены в прокуратуру и МВД региона. Ольга Коняева знает подробности. Ответственный за строительство пристройки к Кунипскому интернату на 70 мест в Сысольском районе служба единого заказчика Коми. Начальная цена контракта была необоснованно завышена почти на 18 миллионов рублей. Это ведет к прямому ущербу республиканскому бюджету. Кроме того, подрядчику оплачена некачественно проделанная работа. Это установил привлеченный контрольно-счетной палатой независимый эксперт. Это еще порядка 700 тысяч рублей. В отношении службы заказчика направлены представления, там, если не ошибаюсь, 3 представления в адрес направлены на устранение. Соответственно, должны принять меры, чтобы подрядчик устранил то, что некачественно сделал, и в том числе то, что в принципе не сделал. Ну и дальше вопрос, еще раз говорю, правоохранительным органам здесь рассматривается вопрос, понятно, с учетом ущерба, суммы ущерба. Материалы проверки направлены в прокуратуру и МВД региона. А Минстрою предложено усилить контроль за работой службы единого заказчика. В зоне ответственности регионального ведомства и программа по переселению из аварийного жилья. Средства на строительство 2 домов были выделены Троицко-Печорскому району. 377 человек там ждут переезда. Но процесс затянулся. Сначала на конкурс не вышли застройщики. Подрядчика определили в апреле. Но ему до сих пор не переданы земельные участки. Действительно, все деньги Минстрой вовремя довел 178 миллионов лимита 2022 года. Всего на строительство этих 2 домов у нас 600 миллионов предусмотрено. Да, действительно риск, потому что мы должны завершить строительство этого дома до 31 декабря 2023 года. Третья проверка контрольно-счетной палаты региона коснулась разработки научно-проектной документации для восстановления 2 объектов культурного наследия в Сыктывкаре. Это здание школы 13 и дома Шарапова. По контракту казенное учреждение оплатило порядка 6 миллионов рублей. Однако госэкспертиза документации на тот момент не была завершена. Это совместно со следователями выявил Комитет земельных и имущественных отношений. Заведено даже уголовное дело. После экспертизы оба здания должны быть воссозданы на региональные средства или за счет инвесторов. Как оно звучит в охранных грамотах, оно так и будет звучать. Здание школы 13. Внутреннее его использование и любое наполнение, оно не ограничивается. Инвестор может делать его под офис, под любой другой какое-то производство даже. Это никаких ограничений нет. Внешне он будет стоять, как и стоял в те года, когда его создали. Председатель контрольно-счетной палаты Коми анонсировал новые проверки. Под пристальным контролем работа с безнадзорными животными и оказание медицинских услуг онкобольным. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.